Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и посмотрим на ваше ближайшее будущее. Что у вас на дороге, что у вас на пороге. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, дату рождения, так и спросите, что у меня на дороге и что у меня на пороге. Я думаю, вы все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы входят моими руками, закроют то, что сейчас нас скрывает. Так, любовь, любовь, мои хорошие, тут и сердце, и пара, Боже, любовь идет. Смотрите, на дороге у вас личная жизнь. Кто-то действительно на дороге, при дороге встретит свою половиночку, свою будущую судьбу, свою жизнь, а кто-то дождется с дороги, возвращается к вам в ваш дом человек, которого любите вы, который любит вас. Здесь вот прям пара, причем... Ну, обратите внимание сразу вот на венец. Хочу сказать про венец. Здесь мужчина несет дорогу жизни к женщине. То есть не женщина там мужчину себе ищет, бегает за ним, а мужчина идет и говорит: вот, раздели со мной дорогу жизни. Я хочу быть с тобой. Все, точка. Вместе. Вот так вот, девочки, идет. Так, ну давайте пойдем по порядку. Здесь у меня человек, который мечтал о каком-то счастье для себя, кто-то мечтал о любви, кто-то мечтал о работе, кто-то мечтал о каких-то результатах для себя. Вот именно конкретно для себя вы мечтали. Вы начнете получать. Причем получать, вот знаете, как-то понемножку, как дозированно, что ли. Не сразу все на голову вам высыпят, как из рога изобилия, а потихонечку будут вам давать. То есть вы будете ставить перед собой цели, мечты и будете их реализовывать. То есть здесь вам как будто бы открывается. Вы как будто бы сидите в этом роге изобилия и понемножечку оттуда достаете для себя то, что вот вам важно и нужно в этот самый момент. Очень замечательно. Кому-то идут поездки. Поездки, причем поездки очень такие светлые и благостные. Кто-то поедет далеко, а кто-то поедет ну, вот по местности рядом. И в том и в другом случае поездка идет максимально легкой, максимально без всяких там проблем, сложностей, переживаний. Вот как путь открыт. Путь открыт, едь, лети, плыви, да, вот все к твоим услугам. Вы очень много удовольствия получите. А у кого-то действительно еще и знакомство идет. Знакомство и не с одним человеком, может быть, с несколькими людьми. Вы потом с этими людьми будете общаться, причем общаться вот как-то вот как друзья, да, близкие друзья даже, возможно, ну, вы станете в будущем близкими друзьями. Очень, кстати, приятные люди. Они совсем другие, вот не похожи на вас. Может быть, вы разных национальностей, может быть, вы разных менталитетов люди, даже, может быть, разных каких-то социальных сословий, да? Но тем не менее, вот вас эта поездка, ваше это знакомство очень сильно сблизит с этими людьми. Для вас эти люди, они в какой-то степени даже, да, как те, кто открывает вам дверь в какую-то другую жизнь, либо каким-то другим возможностям, опциям, да, которые вам были до этого недоступны. Может быть, вы заручитесь поддержкой этих людей, они помогут вам найти хорошую работу. Может быть, у этих людей какие-то очень полезные связи, и вы сможете этим в будущем воспользоваться. То есть люди очень как бы полезные, прекрасные, добрые люди, которые к вам очень хорошо отнесутся. И вам они очень, кстати, понравятся. То есть какое-то прям знакомство такое. Дальше. На дороге у вас еще какое-то приобретение,
приобретение либо для себя лично, либо для своего дома. Очень выгодно что-то купите и очень с большой пользой купите, будете себе рады, покупке этой будете очень рады, и прослужит она вам очень много-много лет, принесет очень много блага, пользы. Очень хорошая покупка. Вы будете сомневаться, может быть, что-то вас будет смущать, там, бренда этого не знаете, либо цена, может быть, какая-то вам покажется там завышенная, либо наоборот заниженная. Но тем не менее, я вижу, что вы не устоите, купите, и потом никогда об этом не пожалеете. Вот такая вот у вас покупочка идет. Так, еще, мои хорошие, какого-то человека на место поставите. Здесь человек вот как будто бы вас цепляет, вот пытается задеть за живое, пытается, может быть, против вас что-то говорить, либо даже делать. Но какое-то поведение вот хамское, мерзкое, хамское поведение. У этого человека вот прям, ну вот как-то четко, вот прям в лоб, да, каким-то одним словом, может быть, там 3, да, или 2. На место поставите. Вот у человека потом прям желание отпадет вас трогать и к вам задираться, стебаться, да, вот будет вас как-то обходить. Вот не ждал этот человек от вас ответочку, отпора не ждал, а вы такая бац, и человеку: не, вот эту дамочку трогать нельзя, пойду-ка я найду себе жертву послабее. Ну, вот такая идет ситуация. Кстати, еще может быть, что вы за кого-то заступитесь, там, за ребенка, за своего, либо за, может быть, родственника своего, за близкого человека, там, подругу. То есть вы какому-то злодею прям отпор такой мощный дадите, что злодей, как вот поджав хвост, убежит от вас. То есть проявите себя вот с такой неожиданной стороны. Так, здесь у меня очень интересное событие связано. Но это с вашим домом связано. Вот у вас в доме будет очень тепло, у вас будет в доме весело, у вас в доме соберутся просто замечательные, выдающиеся люди, которых вы любите, которые любят вас. А здесь люди будут говорить, кушать, пить, смеяться, может быть, песни петь. Как-то очень душевно и хорошо проведут время. Вот прям отдых идет такой. Может, это будет очень маленькая компания, но очень душевная и теплая. Замечательное времяпрепровождение. Мои хорошие, вы себя покажете вот прям на высоте, вот такой вот хлебосольной хозяйкой и человеком, который умеет задавать тон, расположить к себе и создать определенный настрой. То есть получите еще очень много комплиментов. Так, здесь на пороге какой-то человек с ухаживаниями к вам. Человек, скажем так, не очень. Либо репутация у него запятнанная, либо у человека есть хвосты, то есть обязательства. Может быть, он не свободный человек, либо о нем говорят, что он там женат, глубоко женат, неважно. Вот этот человек, он к вам проявит интерес. Причем интерес скорее как сексуального характера, да, вот интимного характера, будет домогаться в какой-то степени. Вот. И вы вот с этим человечком, ну не то чтобы вы поругаетесь, да, но как-то тоже ему объясните, что не стоит к вам домогаться, не стоит вас беспокоить, что вы еще можете и по лбу дать, да, за такие вот там речи, либо такое поведение. И знаете, вот человек не испугается, а наоборот, вы какая-то для него покажетесь особенная. Может быть, он привык, что он к женщинам домогается, они все раз такие, опа, и как спелые яблочки в руки падают. Может быть, он действительно какой-то ловелас, казанова, привык, да, пользоваться женщинами, таким наскоком работать, да, к женщине подскочил, там и опа-опа, и все, женщина растаяла. А вы прям так холодом его, понимаете, холодом нормально так отдадите, и он сразу о вас по-другому начнет думать. Вы ему как в душу западете, да, вот как женщина с большой буквы, женщина, которую нужно уважать, женщина, которая достойна уважения, да, которой можно вот как к другу подойти, что ли. Вот, знаете, вот ощущение перемены в нем идет. То есть то стебался, там домогался, да, а то прям с уважением, с таким вот, знаете, восхищением вами, да, человек вот так будет к вам относиться. И человек этот
я не знаю, он либо вам чем-то поможет, либо какую-то рекомендацию вам даст. То есть благодаря этому человеку вам еще что-то перепадет, какое-то благо придет в вашу жизнь. Смотрите, здесь у меня ключ вышел, ключ от квартиры, где деньги лежат. Вам кто-то этот ключ дает. Кто-то сможет арендовать очень хорошую квартиру, либо кому-то будет передано даже, может быть, имущество, либо люди съедут. Ну, например, вы все жили вместе, одной большой семьей, тут вы съезжаете там на новую квартиру, живете своей семьей. То есть очень, кстати, удачный переезд по этому ключу у вас отыграется. И какое-то предложение будет, может быть, даже спонтанное, либо решение спонтанное, но с очень позитивным результатом. Так, здесь вот девушка в сердце находится. Девушка в сердце. Значит, мои хорошие девушки, мужчина, в котором вы сомневаетесь, либо, может быть, ну, как думаете, что вы ему там не нужна, что вы ему не симпатична, мужчина начнет действовать, и вот вы девушка в его сердце. Он вам об этом и говорить будет, и доказывать вам это будет, ну и всячески себя, конечно же, проявлять как вот любящий джентльмен. То есть ждите от мужчины какой-то очень активной позиции и конкретных действий, то есть связанных с романтикой, с ухаживаниями. Может быть, это ваш муж, почему нет? Может быть, вы давно от него хороших, добрых слов не слышали, и, может быть, даже вину ему это ставили. И тут он, да, он себя проявит. Здесь не исключены, кстати, и подарки достаточно серьезные, сюрпризы, и действительно очень такое теплое романтическое отношение. Так, идем дальше. Кому-то предстоит заниматься собой, либо это в части здоровья, проходить, может быть, какие-то чекапы по здоровью, какие-то анализы сдавать, докторов, медосмотр, какую-то терапию даже, возможно, проходить. А кто-то будет именно конкретно заниматься, да, то есть улучшением своей внешности, своего стиля, но будете над этим усердно работать. Я так скажу, позитив пойдет, результаты пойдут, только вот по деньгам будет затратно. Может быть, вы не совсем рассчитываете, что придется расстаться с более крупной суммой, чем вы там себе предполагали, либо кто-то вам первоначально озвучил. То есть денег уйдет больше. Подготовьтесь, сделайте маленький запас, но не отказывайтесь, потому что вам, что медицинские процедуры, что косметические, это все на благо, на пользу. Результат будет просто потрясающий. Либо здоровье свое поправите, наладите, либо будете вот восхищаться сами собой, как вы выглядите, как вам идет, там, либо ваш новый стиль, либо, там, не знаю, новая косметика, как на вас выглядит, либо, может быть, вы какие-то уколы себе будете делать, там, восстанавливать кожу, волосы, может быть, да, что-то будете делать. Поверьте, оно того стоит. Да, будет дороже, но оно того стоит. Это надо. Вот то удовольствие, которое вы потом визуально будете получать, глядя на себя в зеркале, оно стоит гораздо дороже. И вы это поймете. Вы поймете, о чем я говорила. Так, на пороге у нас женщина с каким-то признанием. Женщина будет в чем-то вам признаваться. У нее как будто бы за спиной грех. То есть она что-то против вас сделала, и совесть ее очень мучает. Вот она к вам придет и будет вам признаваться, будет просить у вас прощения, будет пытаться искупить, наверное, да, свою провинность. Но вы нет, вы ее не принимаете. Вы, скорее всего, откажете, потому что эта женщина очень много, я так понимаю, вам нехорошего сделала. Вы вообще видеть ее не хотите. А чтобы вас потом совесть не мучила за то, что вы, например, ее не приняли, либо ей отказали, я скажу так. Вот эта женщина, она не совсем честная, понимаете? Вот у нее как будто бы всегда был выбор. Поступать так или иначе. И она выбирала всегда, самый, скажем, такой мерзкий путь. Путь наибольших разрушений, либо путь наибольшего зла. То, что вы ее там не приняли, это нормально, это ей по делам.
Не до конца она еще раскаялась. Когда она раскается до конца, придет к вам в очередной раз, вот тогда вы уже это поймете, почувствуете. И я думаю, что, ну, скажем так, облегчите ее ношу, может быть, ей что-нибудь допростите. Кому-то прям отыграется, что это родственница. Может быть, не кровная, но родственница. Она еще какие-то дары будет нести, типа задаривать. А вы побоитесь эти дары брать, ну, мало ли, крадники какие-нибудь, да, негатива мне тут принесла. А у кого-то, кстати, на работе может отыграться. Может быть, какая-то начальница, либо коллега, ну, со званием чуть выше, чем ваша. Вот тоже, знаете, как придет облегчить душу. Интересное событие. Знаете, вот первый раз в своей жизни почувствуйте, что справедливость в мире есть. Что да, если человек подлец, то это наказуемо, да, и человеку прилетает. Что-то она вам расскажет про себя, про какие-то свои неприятности, ну, много чего расскажет. Ладно, мои хорошие, вот тут нога у вас выходит, нога у вас идет в левую сторону. Какое-то искушение, куда-то сходить, что-то увидеть, что-то посмотреть. Кто-то вас будет искушать, подбивать. Значит, мои хорошие, сразу хочу сказать, это пустая трата времени. А у вас, знаете, как у вас душа к этому лежать не будет. Вот вас зовут, приглашают, говорят, пойдем, там столько всего интересного, необычного, а вы чувствуете, что вы не хотите. Вот чувствуете, не идите лучше. А то вы пойдете, убьете время, ничего интересного не увидите, и потом будете разочарованным возвращаться человеком домой. Лучше откажите, либо предложите что-то свое, да, взамен. Давай туда не пойдем, а пойдем, например, там, в театр, да, либо пойдем куда-нибудь по магазинам походим. Мало ли, там в парк посидим, воздухом подышим. То есть предлагайте что-то свое. Дальше, мои милые, еще у вас на пороге какие-то детские события. Не знаю, то ли детки к вам приедут, там, внуки, либо вы попадете в какое-то место со своими детьми, где будет очень много детей, где будет весело, шумно, и какие-то действительно как праздник, либо аттракционы, как в детство вы попадаете. Вот с детьми вы попадаете вот в детство, в эту детскую энергетику, драйва, счастья, улыбок, вкусного мороженого, каких-то даже чудес. Очень замечательное место. Не отказывайтесь, идите. Неважно, сколько вам лет, внуки, правнуки, но вот с детьми обязательно нужно идти и вот вспоминать свое детство, окунаться в эту прекрасную энергетику. Она имеет исцеляющий эффект, поверьте. Вы забудете о всех своих там болях, о всех своих хрустах и прочих неприятностях, давлениях там, и головных болях. Вот все пройдет. Зарядитесь очень мощной и позитивной энергетикой. Это надо. Надо, не отказывайтесь. Ну, а кому-то действительно, как в гости приезжают детки, ох, вам весело будет, ох, вам будет интересно. И вы будете для них стараться, и они будут для вас стараться. То есть прям тут такая дружба идет, дружба, идиллия, да, когда и любишь, и принимаешь, и вот прям блаженство такое наступает. Очень, кстати, хорошие дни будут идти. Так, ну и напоследок хочу сказать о возможности. А здесь какая-то идет возможность на получение какой-то либо помощи, либо какого-то блага, либо чего-то, что-то материальное. Вы об этом либо услышите, либо кто-то вам скажет. И почему-то у вас такая мысль, что нет, наверное, мне не положено, либо мне не дадут. А вот как раз-таки вам и дадут. Обязательно, вот если вас позовут, либо что-то вы узнаете, в новостях, может быть, увидите, обязательно обращайтесь за этой помощью, либо за этой поддержкой, может быть, не знаю, какая-то выплата даже может быть. Обязательно обращайтесь, вам дадут. Вам дадут, и это будет очень приятный бонус, а почему и нет? А почему вам не должны давать? Кстати, еще удивитесь, да, что обычно вам в таких вещах никогда не везло, и вы как всегда в пролете были. А тут прям вам сразу, вот вы обращаетесь, вам говорят, да, конечно, пожалуйста, проходите, берите, вот это ваше. Очень, кстати, интересно. И настроение у вас поднимется, и в чудеса вы начнете верить. И, знаете, какую-то даже уверенность в себе обретете. Поэтому не стесняйтесь, идите, обращайтесь, и вам обязательно дадут. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.